КПП Верхний Варс ждет реконструкция. Работы начнутся уже в следующем году. Наконец-таки решится проблема многокилометровых очередей, которые существуют уже много лет. Вячеслав Битаров не раз поднимал этот вопрос на федеральном уровне. Подробности в следующем сюжете. Неудобства для всего города. Заторы на дорогах, километры пробок, часы ожидания. Сотни водителей сутками стоят в очереди, чтобы продолжить свой путь. Военно-грузинская дорога – один из самых древних маршрутов, пролегающий по территории Северной Осетии и Алании. Эта магистраль связывает Россию, Закавказье, а также Ближний Восток, Турцию, Иран, Ирак и другие страны этих регионов. Военно-грузинская дорога представляет стратегическое значение не только для Северной Осетии, но и для всей страны. Именно поэтому сегодня специалисты Минтранса России приехали к нам в Осетию на пункт пропуска Верхний Варс, дабы обсудить с главой республики Вячеславом Зинхановичем Битаровым ситуацию по модернизации таможенного пункта. О том, что контрольно-пропускному пункту необходима реконструкция, говорили давно. Верхний Варс начнет меняться со следующего года. На работы выделили почти 2 миллиарда рублей. Подробности мы узнали на совещании, которое провел глава республики Вячеслав Битаров с представителями Министерства транспорта России, работниками таможни и северостинского филиала Русгидро. Пропускная способность, если будет больше, то, конечно, быстрее эта очередность будет разгружаться. Ну а то, что мы в летний период, во время летних отпусков, в зимний период, когда туристы двигаются в сторону Грузии, с той стороны возвращаются обратно, то мы наблюдаем такую ситуацию, как и сегодня. И это проблемы для нашего города, это загазованность города, территории республики. Для улучшения пропускной способности увеличат количество полос движения, появятся и накопительные стоянки для грузового транспорта. Основные решения, за счет которых достигается увеличение пропускной способности. Во-первых, это разделение транспортных потоков и создание отдельной инфраструктуры для пассажирского легкового направления, как на въезд, так и на выезд. Второй момент важный – это разделение потоков на въезд-выезд пунктов пропуска с разделением также на грузовой и пассажирский. И третье, самое главное, это в части грузового направления. Факторами, влияющими на увеличение пропускной способности, является способность пункта пропуска накапливать грузовой транспорт внутри. И обязательно это влечет создание дополнительных и достаточных рабочих мест для сотрудников, прежде всего, таможни. Модернизация контрольно-пропускного пункта никак не повлияет на его текущую работу. Это и электронная очередь, которую необходимо прорабатывать, концепцию рисовать. Это может быть и информационные системы, и пломбирование, и много-много других задач, которые сегодня требуют решения. Но самое главное, в период реконструкции, а срок реконструкции у нас до конца 2022 года, двухэтапной реконструкции, самое главное, что пункт пропуска будет функционировать в этот период. И мы уверен во взаимодействии с регионом, с вашей поддержкой обеспечим, мне кажется, и координацию населения, чтобы мы оперативно информировали друг друга и решали те задачи, которые сегодня стоят перед нами. Проводы не только на пункт пропуска, но и на территорию транспортного. Управлять строительством мы должны. Большой объем демонтажа существующей инфраструктуры. Это значит, нам надо очень много отсюда из пункта пропуска вывести, очень много завести строительного материала, работа строительного персонала в приграничной зоне и прочие вещи, плюс погодные условия. Не самые простые, необходимость создания оперативного штаба существует. И второй момент, который тоже также требует решения, и, наверное, создание определенной тематической рабочей группы с разработкой дорожной карты, это проблема влияния реки Терех на территорию пункта пропуска, а именно на его берегозащитные сооружения. Вопрос о реконструкции автомобильного пункта пропуска Верхний Варс Вячеслав Битаров неоднократно поднимал на федеральном уровне. В 2018 году глава озвучил проблему на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Инициативу поддержали, и, как отмечал Вячеслав Битаров, реконструкция позволит преобразовать проблемную дорогу в транспортный узел, который будет приносить доход республике. Надо использовать наши приграничные возможности. Это и приграничная торговля, это и придорожный сервис. И мы сейчас над этим активно ведем работу. В рамках агентства развития разработан проект придорожного сервиса. И городом Владикавказ выделены более 30 гектаров земли. Здесь вот между Риданта и Ичми, на которых мы создадим
возможности для приграничной торговли. Мы обратимся к соседним странам, предпринимателям соседних стран, для того, чтобы они вошли в этот проект. И, надеюсь, это позволит организовать нам дополнительные рабочие места, дополнительные налоговые отчисления в бюджет республики. И, наконец-то, ощутить пользу от военно-грузинской дороги. Работы на объекте будут вестись в 2 этапа. Первый стартует в феврале следующего года, а завершить реконструкцию планируют в августе 2022 года. Федор Сухарников, Владислав Туаев. Специально для программы «В итоге».